Всем привет! Меня зовут Адель. Сегодня я рассмотрю задачу на LCC-цепь и покажу, как решать ее с помощью подхода Computational Thinking. Я буду использовать метод Прадо. Давайте немножко расскажу чуть подробнее. Метод Прадо включает в себя 4 компонента. Первый компонент– это decomposition. Здесь мы будем разбивать задачу на части, чтобы потом ее было легче решить. Второй этап– это pattern recognition. Pattern recognition отвечает за поиск закономерностей. Здесь мы будем подбирать закономерности. Третий этап– это abstraction. На этом этапе мы упрощаем нашу задачу. И последний, четвертый этап– это алгоритм дизайн. На этом этапе мы уже проводим все наши вычисления, решения и решаем саму задачу. Также хотела добавить, что я буду использовать симуляцию, чтобы визуализировать все физические процессы. Давайте для начала покажу саму задачу, которую мы будем решать. Это задача из электромагнитных колебаний. Задача номер 6. Последовательность катушкой индуктивностью L и конденсатором емкостью C через ключ K подключили батарею с помощью EDS E. В начальный момент времени ключ K разомкнут, конденсатор не заряжен. Определить максимальную величину тока в цепи после замыкания ключа K. Омическими сопротивлениями цепи пренебречь. Вот это наша схема, которую мы будем использовать в решении. Мы можем увидеть по условию задания, что у нас в цепи последовательно соединены катушка и конденсатор. Через ключ К включается источник постоянного напряжения. Стоит отметить, что в начальный момент наша К, ключ, он разомкнут. И также конденсатор полностью не заряжен, он разряжен. Нужно будет определить максимальный ток в цепи после замыкания. Давайте запишем условие, что нам дано. Дано нам, что у нас есть L, индуктивность, C, емкость, EDS батареи E, и найти нам нужно Imax. Теперь можем перейти к поэтапному решению задачи. Начнем мы, конечно, с первого этапа. Первый наш этап– это decomposition. Давайте разобьем процесс на этапы. Как я говорила до этого, когда читала условия задания, у нас есть 3 этапа. Самый первый этап– это начальный, цепь разомкнута, то есть до замыкания. Здесь мы можем выделить, что ток полностью отсутствует. Ток отсутствует. И энергия также отсутствует, поскольку цепь разомкнута. Второй этап– это сразу после замыкания, когда мы переключаем наш ключ К. Его также стоит прописать.
Здесь стоит отметить, что ток начинает постепенно расти. Ток растет, энергия начинает переходить в магнитное поле. Энергия переходит. И последний этап, третий, здесь давайте выделим, подчеркнем. Последний этап, третий, это момент, когда мы доходим до максимального тока. То есть момент Imax. То, что нам и нужно будет найти. Здесь стоит также отметить, что Imax как раз таки. Конденсатор у нас полностью разряжен. То есть пуст. Вся энергия будет находиться в катушке. Я изначально хочу показать все на симуляции, чтобы было более наглядно для решения. И после чего перейдем уже к следующим этапам. Вот, это наша цель, идентично тому, что было в задании. Ключ К, источник напряжения, катушка индуктивности и конденсатор. Давайте я запущу симуляцию. Мы видим, что в момент запуска симуляции ничего не происходит, поскольку наш контур не замкнут. Давайте его замкнем, и мы видим, как начинает течь ток. Он постепенно увеличивается, и мы даже можем увидеть здесь примерные значения. Так, давайте чуть-чуть увеличим скорость. Ток доходит до своего максимального значения, после чего начинает потихоньку уменьшаться. Это мы можем увидеть. И после чего он идет, после чего он уменьшается до нуля и идет в минус. Этот процесс из-за того, что цепь замкнута, будет постоянным, потому что вся энергия сохраняется внутри нашего контура. Так, теперь мы можем перейти к следующему этапу. Мы с вами уже расписали decomposition, поэтому можем перейти к следующему этапу. Это pattern recognition. Наш второй этап. Стоит отметить, что цепь, которую мы используем, это классический LC-контур. В такой системе колеблется энергия между электрическим полем конденсатора и магнитным полем катушки. При отсутствии сопротивления энергия будет сохраняться внутри нашей цепи. Давайте выпишем формулы, которые мы знаем. Энергия катушки, энергия конденсатора, точнее, будет равна Q квадрат, деленное на 2C, на две емкости. И это я лучше подпишу, энергия конденсатора. И VL это будет энергия катушки как раз таки. L I квадрат, деленное на 2. Энергия катушки. Все, теперь, когда мы выделили основные паттерны, которые есть в нашем задании, мы можем перейти к следующему этапу. Следующий этап – это abstraction. Здесь мы будем рассматривать два ключевых состояния. Давайте я запишу сначала заголовок. Abstraction.
Здесь мы можем разделить наши этапы на начальное состояние. Когда вся энергия находится в конденсаторе. Поэтому мы запишем формулу. Энергия будет равно С Е квадрат, деленное на 2. И можем выделить второй момент. Мы его так и назовем момент максимального тока, то есть I max. Это момент, когда энергия находится полностью в катушке. Мы его также можем записать. W равно Li квадрат, деленное на 2. Все, мы записали, точнее, упростили наши формулы, которые показывали до этого. Поэтому можем переходить к следующему этапу, а точнее алгоритм дизайн, то есть решение самой задачи. Здесь мы можем сделать самое легкое, что делали до этого, то есть сопоставить наши выражения. Поскольку вся энергия остается в самой цепи, то мы не можем сказать, что она куда-то выходит. Поэтому мы можем спокойно приравнять Imax в квадрате, деленное на 2. Мы можем приравнять эти два выражения. Здесь мы сокращаем одинаковые части, это деленное на 2, и решаем выражение. Спешу напомнить, что нам нужно найти I максимальное, поэтому можем выразить это, мы можем его выразить по формуле. Imax будет у нас равен c e в квадрате, деленное на L. И это все из-за квадрата берем под корень. Из-за того, что e у нас в квадрате, мы можем вынести ее из корня. Это будет равно I max равно e корень c деленное на L. Все, таким образом мы можем найти максимальный ток в нашей цепи. Максимальный ток возникает тогда, когда конденсатор будет полностью разряжен, и вся энергия будет находиться в катушке. Это мы увидели с помощью симуляции и также использовали формулы. Если мы увеличим емкость, ток будет также увеличиваться, а если увеличим индуктивность, то ток будет уменьшаться. Также хочу вернуться обратно к нашему заданию. Здесь мы можем увидеть ответ, и ответ полностью совпадает с тем, что мы получили. Imax равно E корень из C, деленное на L. На этом все. Спешу также напомнить, что в этой задаче я использовала метод Прада. Decomposition нам помог разбить процессы. Мы разбили задачу на 3 этапа. До замыкания, сразу после замыкания и момент Imax. После чего Pattern Recognition выявил тип системы. Мы увидели, что у нас есть энергия конденсатора и энергия катушки. Abstraction упростил анализ. Мы нашли формулы, которые будем использовать. И алгоритм помог нам решить саму задачу. Спасибо за внимание.